В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Братство и единство. Представители различных видов из Чеченской Республики и Ингушетии провели религиозные мероприятия в честь шейха Баталхаджи Билхароева в главной соборной мечети Ачхой-Мартановского муниципалитета. Открытый Кавказ. Добро пожаловать в Чеченскую Республику, добро пожаловать на Северный Кавказ. В Грозном свои двери открыла первая туристическая выставка в СКФО в формате воркшоп. Сокровищница духовной культуры. Электронный зал полностью оборудован компьютерами и планшетами. С их помощью у детей и педагогов есть возможность подключиться к Национальной библиотеке региона, а также получить доступ ко многим другим ресурсам. Книгохранилище образовательного учреждения селения Автуры имени Эпендиева заняла первое место в конкурсе «Лучшая библиотека Чеченской Республики». О хронике боев на Солидарском направлении рассказал в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров. На данный момент ситуация под контролем артиллерии. От их работы зависит дальнейшее продвижение основных войск. На их плечи ложатся обязательства по уничтожению укрепрайонов противника, боевой техники, самоходных орудий. Бойцы спецназа Ахмат и военнослужащие 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР имеют огромный опыт и превосходные навыки, благодаря которым они способны превратить в пепелище место, где ранее располагалось вражеское сооружение, ответил глава региона. Подтверждая братство и единство, представители различных видов из Чеченской Республики и Ингушетии во главе с муфтием региона Салахом Хаджи Межиевым провели религиозные мероприятия в честь шейха Баталхаджи Билхароева в мечети Ачхой-Мартана, носящее его имя. Мой коллега Адам Магомедов с подробностями. Ежегодно представители различных вирдов из двух братских республик проводят совместные религиозные мероприятия в честь ингушского шейха Баталхаджи Билхароева. В начале встречи, которая прошла в центральной мечети Ачхой-Мартана, носящей его имя, собравшиеся совершили коллективную молитву. На встрече присутствовали известные богословы Чеченской Республики и потомки великих устазов. В приветственной речи выступил директор ТРК «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. Муфтий региона Салах Хаджи Межиев, выступая перед собравшимися, отметил, что подобные совместные мероприятия могут проводиться благодаря Ахмату Хаджи Кадырову, который объединил братские народы Кавказа и сохранил единство России ценой своей жизни. После выступил внук шейха Баталхаджи Билхароева Яхья. Он поблагодарил Рамзана Кадырова за то, что он сделал многое для всей мусульманской уммы.
беззаконие, это не террористы, это наши верты. Рамзан, день полный жопу толчи, но фундация, это диван, бартабра, пора лишний, сейчас пора, мало Рамзан, что фейкер рядом, около еще, что я там ордали, что-то вещи были, мало фейкер, что побило что-то. Сделав дуа за единство и процветание двух республик, а также бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, верующие прочитали Мовлид, восхваляя Всевышнего и пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Помимо этого, последователи Аулия 300 раз прочитали Коран в честь главы региона и чеченского народа. Beni ibart kıl bizir. Ve vecri kalır. Ve takıdır diyor. Maaşı kast işte kalır. Muas kışmına yakı diyor. Ve saaş kurdu. Beni ibart kubu. Дальше ibart сабол бы. А в завершении мероприятия был проведен обряд сага. Известный Аулия вел активную религиозную деятельность в 19-20 веках и принадлежал к тейпу Белхарой. Родился он в Ингушетии, а после смерти родителей жил в Чеченской республике. Он также был знаком с шейхом Кунтахаджи Кишиевым. Святыня в честь известного шейха Баталхаджи Белхароева была построена еще в 2014 году. Это главная соборная мечеть районного центра Ачхой-Мартан Чеченской республики. В ней одновременно может молиться до 5000 верующих, а расположена она на берегу реки Фортанга. Именно здесь когда-то жил известный Аулия, которого любят и почитают. Ада Магомедов, Аслан Ахматов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская республика. Высокогорный Шатойский муниципалитет берет новые высоты. В селении Гушкет завершилось строительство инвестиционного проекта «Магазин смешанных товаров оптово-розничной торговли». А в поселении Юрдюхой возводится новая школа. Адам Магомедов с подробностями. Относительно небольшое село Гушкерт с общим населением более 500 человек постепенно развивает свою инфраструктуру. В центре закончились работы по постройке инвестиционного проекта «Магазин смешанных товаров оптово-розничной торговли». Реализовывался объект с 2021 года на сумму 5 миллионов с созданием 3 рабочих мест. Объект состоит из 2 частей. Это складское помещение, где будут находиться привезенные оптово-розничные товары и, конечно же, место для их продажи. Помимо этого, есть и подсобка, зона отдыха для рабочих. Объект полностью готов, проведены необходимые коммуникации и до конца года его планируют открыть. Реализуется инвестпроект в рамках программы «Социально-экономическое развитие горных территорий». Помимо этого, в рамках него в Шатойском районе создается и множество других объектов. Именно благодаря этой программе в районе ДУК реализовать инвестиционный проект и на различных стадиях реализации находится где-то 44 инвестиционных проектов на общую сумму 809 миллионов рублей. Создание 254 рабочих мест. Данный населенный пункт можно назвать новым, поскольку оползневый процесс начался только в 2016 году, из-за чего пока тут нет магазинов. А за продуктами приходится ехать в другие села, однако совсем скоро эта проблема решится. Помимо этого, в селении Урт-Юхой ведутся работы по строительству новой школы на 60 мест. Старую снесли в связи с несоответствием современным требованиям. На данный момент выкопан котлован. С прибытием стройматериалов начнется работа по созданию основания и дальнейшему возведению. Стоит чуть выкопать воду и будем обратно засыпка выходить на нулевую отметку. Соответственно, будет производиться бетонная работа. В ближайшие 2-3 дня работа тут уже будет начата. Поскольку селение имеет небольшое население, чуть больше 300 человек, в больших размашистых школах нужды нет. Основные объекты инфраструктуры постепенно обновляются, что поможет повысить качество жизни местных граждан. Адам Магомедов, Сайдамин Мусаев, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская республика. В Грозном свои двери открыла первая туристическая выставка в СКФО в формате воркшопа «Открытый Кавказ». Он объединил активных участников индустрии, музейные комплексы, отели, турагентства. Благодаря мероприятию заинтересованные лица смогли получить актуальную информацию от первых рук и заключить новые соглашения с места событий. Мадина Кураева.
Добро пожаловать в Чеченскую Республику, добро пожаловать на Северный Кавказ. Мне очень отрадно, что такое количество людей отозвалось. Всем вам большое спасибо. Мы все делаем правильное общее дело. А общее дело – это развитие туризма в нашей стране. Первый воркшоп «Открытый Северный Кавказ-2022» проводится впервые в СКФО. По традиции площадкой для масштабного события стал отель «The Local», где собрались представители туриндустрии из различных субъектов. Всего участие принимают 45 компаний. Воркшоп позволяет участникам получить максимум новой информации, зарядиться энергией и завести полезные знакомства. Для этого у каждого есть свой презентационный стол. Здесь представлено все многообразие туристического потенциала Северного Кавказа. От конных прогулок до туров при Эльбрусе специально для женщин. Свой потенциал представила и Чеченская Республика. Первый национальный оператор «Визит Чечня» на туристском рынке с 2014 года. За это время компания проделала большую работу. Это организация различных туров по достопримечательностям нашего живописного региона. У нас более 100 тысяч довольных туристов, наших клиентов, даже постоянно, которые постоянно приезжают в нашу республику. Мы стараемся всячески развивать наше направление. Организаторами мероприятия выступили Министерство Чеченской Республики по туризму, Министерство экономического, территориального развития и торговли, мэрия города Грозного и Центр «Мой бизнес». Заявок и людей намного больше, чем мы планировали. Мы видим, что очень большое количество турагентств, туроператоров, представителей ресторанного бизнеса, ательеры Северного Кавказа и в том числе компании, которые занимаются сувенирной продукцией, сейчас представлены в Грозном, и они очень активно общаются между собой. Туристская выставка – это прекрасная возможность заключить взаимовыгодное сотрудничество, найти новых партнеров. Она открыта для всех желающих. Посетили Грозный и гости из Новороссийска. Я считаю, что вот между нашими регионами очень важно и очень необходимо налаживать связи именно в плане патриотического туризма. Вот мы как раз приехали и обращались к вашему министерству, так как мы разработали новый туристический маршрут, он патриотический. Программа мероприятия обширная. Участникам провели мастер-классы ведущие специалисты. Состоялся и круглый стол. Собравшиеся пообщались и обсудили важные вопросы развития туризма. Также была организована выставка художников региона и ярмарка, где гости попробовали продукты от производителей Чеченской Республики. Масштаб события впечатлил каждого. Мы видим эту площадку как не только, чтобы к вам приехать, к вам едет уже весь мир, и мы тоже у вас завсегда-то едем и влюбляем обычных туристов в Чеченскую Республику, потому что достойнее земли нет, как надо жить, как уметь любить свою родину, как соблюдать чистоту, как соблюдать законы Божьи. Это воспитательной даже части приключенческой, эстетической и исторической. Воркшоп действительно объединил самых активных представителей туристической отрасли. Собравшиеся плодотворно провели время и получили яркие впечатления. Для еще большего настроения для присутствующих выступили артисты чеченской эстрады. Мадина Кураева, Моусар Хаджиев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Студентам и профессорско-преподавательскому составу Чеченского госуниверситета имени Ахмата Хаджи Кадырова рассказали о целях проведения специальной военной операции. В качестве спикеров выступили представители духовенства и администрации вуза. Заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Магомед Баширов объяснил присутствующим причины, послужившие началу спецоперации на Украине, а также угрозы, исходящие от стран НАТО и США. Подобные мероприятия с начала года проводятся по всей республике с целью донести до общественности, в первую очередь молодежи, цели спецоперации. Каждый из вас принимает в этом живое участие. Запомните, если какие-то сомнительные ролики или видеокартинки из сомнительных источников вы рассылаете друг другу, портящие имидж республики, народа, России, знайте, вы выступаете в такой ситуации на стороне наших врагов. Книгохранилище образовательного учреждения селения Автуры имени Эпендиева заняла первое место в конкурсе «Лучшая библиотека Чеченской Республики». В ней совмещены традиционные и интерактивные средства для учебы и работы. Привлечь и заинтересовать читателей помогает электронный зал библиотеки, который открывает доступ к многим ресурсам. Слово Мадине Кураевой. Самое любимое место в школе у Амины Джамалхановой – это библиотека. Свободное время вместе с одноклассниками она проводит здесь. Тут все разные красивые картинки, много красивых книг. Нахожу интересные книги Александра Сергеевича Пушкина.
А вот Магомед Даудов предпочитает читать произведения с планшета, потому что так удобнее, делится мальчик. Какое произведение ты читаешь? Удобно тебе в планшете читать? Да, Илья Муромец и Соловей-разбойник. Это твое любимое произведение? А почему ты с планшета читаешь? Интереснее так читать. Переворачивать не надо книги, можно просто низ листать. В библиотеке нового поколения созданы все современные условия для удобного чтения. Находится она в селении Автуры на базе второй школы. Возвели ее в сентябре по поручению министра образования и науки Чеченской Республики Хошбауди Даева при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Открытие приурочили к году чтения. Книгохранилище уже успело занять первое место в республиканском конкурсе. Министерством образования и науки был объявлен конкурс на лучшую библиотеку, и мы подали заявку и выиграли. Естественно, очень было приятно получить первое место в республике. Это все благодаря тем усилиям и той помощи, которую оказал нам региональный общественный фонд. Библиотека разделена на 3 зала. Это основной читательский, электронный и детская зона. Книжный фонд обширный. Здесь собрано около 2000 экземпляров от художественной до научной литературы. Помимо традиционных, здесь созданы интерактивные средства для учебы и работы. Электронный зал полностью оборудован компьютерами и планшетами. С их помощью у детей и педагогов есть возможность подключиться к Национальной библиотеке региона, а также получить доступ ко многим другим ресурсам. Здесь можно не только читать книги, но и прослушивать. Созданные условия доступны всем гражданам. Для людей с ограниченными возможностями здоровья представлено специальное оборудование. Здесь также можно проводить интегрированные уроки и различные тренинги. Старшеклассники тут готовятся к единому госэкзамену, к разным проектным заданиям. Книги мы выдаем по карточкам. У каждого посетителя есть своя карточка. Мы открываем бумажную и электронную карточку. Всего в республике открыли 17 модельных библиотек нового поколения. Они находятся в каждом районе региона и доступны для всех желающих. Мадина Кураева, Сайдали Ампукаев, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах, в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.